Готовится мой сынок. Готовимся. Опять куда-то. Куды? На мою любимую Печору. А ты любим Печору? Да. Самая чистая речка. А мы же и на самой Печоре. Ну, понятно, но все равно. Поехали? Ой. Тебе. Хотя я в низовьях ни разу не была. В Верховье была, а в низовьях нет. Была в тех местах, где она там вообще узкая уже. Я же тоже там был, в Волоснице-то, помнишь? Устинья ты не был. А вообще Верховье. Там горы видно уральские. Вот там-то, да, она совсем узкая. И даже по камням, помню, вот так вот карюзы прыгают. Чуть не наверху уже камни лежит на солнце. Карюз. Что нам надо? Так, эту сумку возьмем. Здесь у меня уже все готово. Ящик обязательно. Надо его снарядить. Здесь жалятся эти. Брать не будем. ГСМ нам не нужен. Все валяется. Бардак, Викторович, бардак у тебя. Так, тут у меня вроде все готово. Так, газ, спальники, все здесь. Сумка уже готова. Берем. Раскладушку надо. Так, ничего бы не забыть. Так, это сюда, это сюда, это сюда. Шуруповерт. Так, тут что у нас? Салфетки. Еда.
с ямы. Только собираемся, пока рыбы нету. Попозже, через недельку. Толстожопый, ты толстожопый. Я тебе тут, блядь, обоссу. Я тебе обоссу. Хотел сказать, вот и лето прошло. А тут, ребят, наоборот. Всем привет. Конец марта. Очень ранняя весна, ребята. Очень-очень ранняя. Я вот сколько вот себя помню, так скажем, не припоминаю, что вот прям вот так резко она прям... Знаете, не было такого там утреннички, ночью морозик. Там, ну, как правило, как вот весной. Тут сразу на тебе просто 12 градусов тепла на данный момент, ребята. На солнце там в районе 20, понятно. И ночью, чтобы вы понимали, даже не тает, вот, не морозит. 0, +1, +2. Снег, ребята, махом просто. Снега махом сдуло. Все. Снегоходный сезон закрыл 3 дня назад. Можно еще пытаться. Я тут краем живу, ребят. Дороги, понятно, вскрылись, уже никак не проехать. Но здесь еще можно. Ну, канал уже все водой залитый. Валишься, техника греется. Пытался я, ребят, здесь произвести пару рыбалочек. Ездил я на речушку лесную, стоял там. Ни одной сработки я не увидел. На озеро пробивался. На озере вода. В общем, короче, такое себе. Ну и на свои точки, естественно, попасть уже нет вариантов. Уже местами забереги, перекаты, смотрю, там дырочки повскрывались. Ну, понятно, такое пекло. Все это, короче, махом тает. Вон, ребят, смотрите, поляна оттаяла. Такое ощущение, что сейчас апрель месяц, а не вот никак не март. В Оконцове, ребят, что? Рыбалки нету, тут получается или на юг ехать, ну, ближе в ту сторону. Там уже открылись по жидкой воде, фидерная рыбалка уже ребята производят. Или ехать на север дальше, догонять еще зиму, так скажем. Вот. Ну и в общем, у нас же должок, ребята, есть, кто помнит, как мы с Олегом стартанули на Печору в гости к Руслану Шемякину. А друг, коллега, тоже ведет свой канал. Не получилось у нас проехать, печально, мы попали очень жестко. Машина сломалась у нас, ремень ГРМ, ребята, загнула клапана. В общем, в Ухте мы встали. Ну, эта история есть на канале, кому интересно, можете посмотреть. Так, в целом, попали на деньги, да. Пришлось вызывать эвакуатор, в общем, тащить машину. Ну и все в этом духе. Не добрались, мы не доехали. Ну вот, берем реванш, ребята, берем реванш. Жду Олега. Олег выехал с Кирова и едет до меня. И едем на Печору в гости к Руслану Шемякину. На озерко порыбалим рыбку. Сорога, окунь, щука. Что-то вот, в общем, такой сезон, ребята, что как будто еще что-то, знаете, вот не закрылся так, как я хотел. Но не то, что-то как будто не хватает. Да, как будто бы можно уже и готовиться потихоньку к наливу, готовить лодочки, потихоньку заниматься, да, такими делами. Ну, есть такое чувство, что как будто не доделано. А если не доделано, значит будем доделывать. Будем закрываться на севере, ребята. Да, у нас все очень резко, все это очень печально. Я ждал эту погоду, точнее этот месяц. Вот. Пришла техника новая, на которой нужно было покорять просторы. Ну, к сожалению, ребята, все это очень быстро. И все это махом. Снега, ребят, практически-то не осталось. Я еще ходил месяц назад, здесь было снега по пояс, моя тропинка. Ну вот, она уже вот по сапог, если есть. Такие дела. На севере тоже, ребята, тоже потепление уже, но еще более-менее надо успеть. В общем, ребят, давайте начнем. Очередная экспедиция. Кто бы что там ни говорил, что я не называю рыбалкой экспедицией, да не называй, я называю это. Потому что рыбалка это у меня здесь. Съездить 20 километров, порыбачить и вернуться, это рыбалка. А когда ты уезжаешь за 1000 километров от дома, я считаю, что это приключение, это экспедиция, это что-то новенькое. Все в этом духе. Все, я собрался, ребят, потихоньку. Живец даже у нас есть.
Продукты, ну так, по минимуму, потому что все основное у Руслана. Палатки, печки. Короче, порыбачим, ребята. Порыбачим и на окуня. Половим и плотву, сорогу, правильно называют на севере. Ну, естественно, как же без желез, как же без щуки. Так что будет универсальная рыбалка. Будем готовить, будем жить в палатке на озере. Короче, посмотрим. На сколько дней, не знаю. Ну, неделю я сказал своим аривидерчи, я полетел. Ну что, Печорка, давай пускай. Должно все получиться, ребята. Короче, реванш, ребята. Так, ребят, по шмурдяку. Сумка-холодильник. Ну, я ее беру, потому что там у меня посуда. Ложки, кружки в отдельном кармане. Очень удобно. Вот эта сумка, Кан, вот это очень зашла. Мне тоже очень удобно. Ездил в Вологду через плечо. Прям классно туда помещаются вещи. В основном оборудование. Ведро с живцом, сапоги. Вот. Ну и тут с гаража, в общем, я уже притарабанил 2 комплекта жилиц. Мерседесы, да, они объемные, ребята. Это единственный минус, я считаю, в этих жилицах. Ящик рыболовный тоже новый, блин, здоровый. Тоже очень круто, но, блин, место в машине занимает. Спальная движуха, раскладушка отдельно. У Руслана нету. Ну, Кан, в общем. Ну, у Олега плюс-минус такой же ассортимент. Возможно, сани не буду брать дополнительные. Шнек не беру, но беру шуруповерт, чтобы было 2 шуруповерта, 3 даже шуруповерта будет. Стоит, ребята, ждет. Оттаяло уже. Ждем Олега. Скоро должен приехать. Братская, как она? Видал, да? У нас такая, а что реки-то все уже за береги везде. Руслан звонит тоже, там, печаль беда, говорит, походу, вместе будем закрываться. Ну и я тоже. А, все, утро уже тоже больше. Ну да, вот тоже там, плюс 10 тоже. Что-то небеса стояли, а все будет. Ну что, ребятки, добрался Олег. Ну, в принципе, так и планировали. В 5 часов он у меня, в 12 где-то он выехал, в 1 часу. Поедем в ночь. Поедем в ночь. Руся звонит тоже, говорит, Андрюха, говорит, у нас тут тает все, говорит, давай быстрее езжайте. Короче, едем, ребята, закрываться. Все 100%. Ну, всю ночь будем ехать. Что. Ладно, сейчас догружаем, перезагружаем. Нормально. Что, раскладушку? Да, давай, наверное, раскладушку засунем. Так, сюда. Какое еще? Ну, смотри. Че кого? Давай Кан. Кан. Так, ребят, ну что, стартанули мы. Как обычно, девочки налево, мальчики направо. Что, попробуем реванш, как говорится, взять. Время у нас 6 час. Ну, еще даже по светлу немножко прокатимся. Какой реалитет спереди. Обратите внимание. Ладно, так, что мы? Объездной проезжаем Сыктывкар. Ну, до Ухты. До Ухты. Ну, там дальше больше. Вот такие уже пейзажи весенние. Дорога чистая, хорошая. Спокойненько поедем.
вечер. У вас докатки не будет случайно? Докат- Запаски какой-то? Докатки, бля. Че, все, хана, да, колесу? Обоим. Обоим? Ага. Опа. А чё, ты думаешь, они подойдут тебе от меня? Хрен его знает, хотя попробовать. А вы куда едете? Да ух ты, До Ухты? Сначала до Ухты. на флеш. потом, наверное. На Эльмар? Да. Сейчас станем. Беда. Ну, дорога говно, писали. Такие дела, ребят. 2 колеса мимо. Одна запаска есть, одной нету. Ну и у нас не подходит. Тут 5 болтов, у Олега 4 баллонник. Говорит, сломали еще. Навряд ли сейчас кто-то поможет, конечно. Ребята в Наринмар едут. С Наринмара всем привет, кстати. Надо помогать, ребят, на трассе. По-любому надо помогать. Да, молодые, парочка молодая. Ну, хоть не холодно. Такие дела. Так, ребят, ну что, добрый вечер, ночью уже. Город Ухта. Время 10:30. В прошлый раз, ребята, маршрут у нас здесь закончился. Заехали мы за живцом, и у нас порвало ГРМ, в общем. Ну, вот благо там все быстренько сообразили, через телеграм-канал помогли нам там ребята. Нашли квартиру, в общем, ну, кто смотрел, тот видел. А так, заправочка. По дороге встретились молодежь, пробили 2 колеса, в общем. Так, немножко помогли, баллоник там, поймали попутку, в общем, и ребята поехали с запасками и, короче, с колесами, не знаю, до Ухты или до Ченеворика. Ну, диски погнули капитально. В Наринмар едут, машину купили, молодежь на день рождения. Ну вот как-то так. Дороги, ребят, да, на севере коварные. Ну, всякое бывает. Как бы, если кто-то тормозит, там, голосует, ну, не проезжайте мимо. Ну, советом, может, каким-то там, не знаю, тем же баллонником, там, чаем, там, печенюшками, там, сигаретами, ну, можно чем-то помочь. Ветерочек, тепло. Луна растущая. Сейчас тут тоже чайку попьем. Потихоньку дальше. Ну, как-то так, ребят, что. Ну, дорога, в принципе, нормальная. Вот был там километраж, ну, прям канавы канавами. А так, в целом, нормально. Едем потихоньку 120. Красота. Ну, все. Дальше больше. Сейчас через Ухту. И полетели дальше. До Печоры. По поводу переправы там Русят что-то пишет. Там что-то тоже проблемы. Короче, приключения, ребята, они не отстают от нас, в общем. От меня точно. Что-то как прицепились они, и все. И вот весь сезон какие-то приключения. Ну ладно, разберемся. С славным чаем напьемся. О, тебя с этим чаем замучает. Сейчас кофе будем пить. Чая много пьет. С печенюшками.
Вон стоят кировские ребятки. Так, ребят, ну что, город Печора, точнее река Печора, ледовая переправа. Потихоньку едем. Слушай, там что-то КамАЗ так бурлит-то нехило там, слушай, водички-то разгоняет. Да не ссы, блядь. Да я не ссу. Дорогу закроют скоро, вот эту, через 3 дня, что ли. Время у нас 3 час. Мы добрались. Заодно машину помоем. Быстро не гони. Вот так вот. Ледовая переправа, ребят. Ну уже, да, такая расквашенная вся. Воды, короче, море. Ну вот, Олег, первое твое посещение сразу начинается с драйва. Это не гони, не гони. Радиатор, ремень может забрызгать. Ну да, вот в таком состоянии, ребят, уже переправка. Тихо, 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 там, не ругайся. Дай спокойно проехать. Ну так, знаете, такое ощущение непонятное. Вот такая ширина, вот такая глубина. Ночью просто темно и как бы этот немножко так не по себе. Так-то, чтобы ты понимал, конец марта. Скоро все здесь это закончится, воды будет еще больше. Но зато смотри, как машину помыли хорошо. Все грязи проехали, помыли, да? Да, да, да. Волна, блин, идет. Ну тут шуга. Вот подъем может быть хреновенький здесь. Он здесь сейчас непонятно, куда лучше. Нормально. Ну все, едем до гаража к Руси. Руся где-то ждет нас уже там. Проехали. Проехали, ребята. Добрались. Ну как добрались? Еще ехать нам, конечно, больше сотки до озера. Но уже поедем на Ниве. Все. Нормалды. Встречай город Печора. Так, что, давайте. Подушка где у вас?
На реке, говоришь, КамАЗ ехал, да? Да, 5 тонн. Что, Андрей наконец-то приехал с Олегом. Добрали. Еще не добрали. Ехали долго и упорно. С зимы целой. Печор номер 2. Реванш. С Мерседесами? С Мерседесами. Так, это что тут? Это, конечно, я скажу, будет немножко грязно все потом. Еще чуть-чуть, можешь. Хорошенькая такая, да? Это маленькая речка. Ну как маленькая? Больше, чем Сысола моя. Мелкая. Мелкая, да? Колено впереди. Пески вот там. Да, такая. Ну, Три глухарочки ребята гуляют. Ну, они сейчас не боятся, они сейчас ну, дурные, он сидит. дурные, да. Вон она села там, смотри. Петухов нету. Глухарки разве? Да, глухарки. Пятерка, может? Что-то маленькие какие-то? Да нет, вроде копылухи, слышишь. Хотя, может, я ошибаюсь. Вон они ходят. Да, вон там. Вон она, ребят, видали? Красота. Ну что, тундра, болото, что их тут много. А сейчас камешки собирают. Камушки, да? Сочи. Но 3 штучки. Курочки, девочки. Хе-хе-хе. А вот и зайчик, ребята. А он сейчас этот, где-то уши там наострил, сидит, слушает. Да. Ну вот что. А ему когда сигналишь, он, кстати, останавливается. Ну да, там даже на мушку, когда держит, собака гонит, там, ты просто, он, хоп, он встанет и стреляй. Да, или свистеть. Да, и свистнул там что-то, как-то там крикнул. Попали опять в зиму, ехали по песку. Тут уже лед. Да, Ближе к северу. на север идем, ребята, на север. Так, ребят, ну что, едем, остановились посмотреть речушку. Глухари, зайцы. 40 километров проехали, еще 70, ребята, до озера. 4 часа рассветает здесь. Нормально, караван идет. Вырубает, конечно, ну ничего, общаемся. Едем потихоньку, ребята.
наверное. А, красавец. Да. А, Русь, фоточку сделай. Ну, хорька. Здорово. Петя. А он машину не боится. Вот почему с Ну, форточек... маленький, кстати. Да, небольшой. Молодой. С форточек почему стреляет? Когда двигатель работает, называют форточников. Сейчас ребята фоточку Руси сделают красивую. О, вообще класс. Да, небольшой, кстати, но петушок. Красота. Елку сейчас сломаешь. А, кстати, вот где глухариные места, вот так у нас Так, есть на ребят, ну избе. что, мы на месте. Мы в деревне. Загрузили уже первую ходку. У нас мотособачка у Руси. Кто смотрел те ролики, когда мы были, когда я жил у него на кордоне, тут, наверное, ну, понял, что за мотособачка. Есть снегоход, но снегоход не стали брать, как начало все валиться уже, и, соответственно, лучше сделаем несколько ходок, ну, спокойно заедем, не зарываться так, потихоньку. Вот, погрузки, ребят, и разгрузки не буду показывать, потому что Руси сказал, ну, как бы тут точка у него своя, не надо показывать. Так что, ну, хозяин, ребят, барин, что, не надо, так не надо. Достаю потихоньку вещи с прицепа. Вот. Тут у нас еще осталось ящики рыболовные, жерлицы. Вот. Ну, короче, так по мелочи там в машине еще. Не знаю, постараемся 2 ходками уйти. Такие дела, ребят. Башка не работает. Сутки уже пошли вторые. Как на ногах, как не сплю. Ну, это уже привычка, ребят, уже нормально. Я уже привык к этому. То бишь, сутки, полтора-двое бывало, что добираешься только до места. Ну ладно, я думаю, того стоит. Закрываемся, ребят. Поживем. Думаю, на озере подняло все в лед, и я думаю, будет хорошо. Но это не точно. Такие дела.
Так, братва, ну чё, доехали. Вот озерка. Озерка небольшое, но правда шли озерами серией. Вот. И вот, в общем, привез Руся на свое озеро. Но мы не на это озеро хотели на другое, на щучье, позаниматься щукой. Но, ребят, туда далеко ехать, и буранки упали, соответственно, вот как-то так. Вот здесь в основном ловят сорогу, там жерлицы. Ну, в первую очередь сейчас, наверное, перекусим. Немножко надо взбодриться, такие подъемы штурмовали. Я держусь, ребята, там что-то все вылетает. Ну, короче, прикольно было, прокатились от души. Половим живца сейчас, попробуем. Ну и жерлицы, там, палаточку, дрова. Короче, день заезда, ребят, сами понимаете. Сейчас потихоньку что-нибудь перекусим, нормально будет. Класс. Это мы с кумом, знаешь как? Едем. Так, каждый матюк там, допустим, 5 рублей, либо 10. Штраф? Да, ну идем. Раз. Ну да. У нас за день, короче, это поровну. Руслан любит такое. По нолям. Я чуть попозже камеру достану. Рыбу не буду пугать. Завтра народу все, наверное, приедет. Ну да, по-любому. Не знаю, может дороги испугаются, может нет. Ну завтра, подожди. Сегодня четверг, завтра пятница, суббота, воскресенье в основном. Я тебе скажу, вот Шапин, когда раньше был, вот народу приходило, вообще пофиг всем было. Пешком ходили. Сейчас, блядь, техника есть, да, ну много. Вообще, либо дальше куда-то уже начинают ездить. Да, скорее всего, Русь, да, наверное, но... О, уже нарезан. Пока сладкого хочу. Раньше парни, кум, за девчонку тут бежал, девчонка, ну, вышли с машины, раз они, рюкзаки на плечи и пошли. Он долго не думая тоже пытался догнать. До сюда добежал, весь потел, язык на плече. Ну вы даете, говорит. Она такая пришла, лунку. Деревенские, они крепкие. Не, она с городской. Приехали. Розовая курточки такая. Пока Руслан ездил за мной. Вон, туда сорога, слышь, хорошая. Ну-ка. Пойдет. Олег тут уже обрыбился, блин. Вот таких половить, смотри. Красота же. На вялочку. Сейчас мы перекусим. Значит, во, слушай, да хорошая сорога, нифига себе. Вообще пойдет. А что, кан же был у Руслана же. Слушай, Русь, нормальная сорога. Четко. Сколько время? 7 еще нет. 7 нету? 7. 15 заехали. Ну да. 8. Я летел волосы назад. Ну быстро А забежал. другие тоже. Я думал, долго будешь. Дорога хорошая. Ну да, тут тоже, видишь, уже предел тоже. Дорога сейчас упадет. Уже вот-вот на грани. На грани, да, вот прям вот реально приехали, прям хорошо приехали, в общем. По рыбалке посмотрим в течение дня, ночи и завтрашнего. Ну, конечно, время есть. Можно ведь туда часть выстрелить желез. Ну, наливай. Можно побросать. Я покажу, где я именно ловил, а потом уже сами смотрите. Да, конечно, Ну, там может у вас посмотрим. чуйка другая, Ну ты говоришь, глубокая, да? но вот перепадами. Давайте, ребят, За встречу. встречу, за дорогу, за рыбалку, за закрытие сезона. Подожди, тостов еще много будет. Ну да. Тостов. Во. 2 сладкоежки. Ну, 2 кировских лапти. Чаечек. Нормально, чая много. Будем заваривать. Чай, кофе, потом сюда. Голова-то отошла у тебя?
Да, Да, нормально. я уже взбодрился, все. Так он, я говорю, ты-то не вылезал. Он где вылезает, он меня бегом догоняет. Я бегом Я говорю, бежал. как солдат сейчас с Ну, рюкзаком. Руся, да, ходом, ну, поднялся, нормально. Бегает что-то, похуй на него. Его если пригрузить еще, Ну видишь, он скользит. Мгм. Да ну, двигателя хватает мощности. Подожди, а это же, это, который, вот, на который я гонял? Да. Ну да, она же. Мгм. Да. А тот живой у тебя еще? Они все живые, да. Кто-то еще старенький, Кто-то у тебя вообще боевой. огонь и воду прошел, ну, Тут руль хороший, квадрат хороший сделан. М, А там переваренный уже, полопанный весь. Ну там его и на изломы сколько. Тут-то едешь в основном по такой дорожке где-то. Ну тоже приходится бывает ломить. Заламывать. А там если дорогу бьем, то там на износ его. Так, ребят, ну что, небольшой перекус с дороги. Все-таки вторые сутки. А мы что-то все чай, даже ничего не ели. Салом сейчас закинемся. Чтоб хватило силушки богатырской. Че, окунь клюет, плотва клюет. Сейчас живца накидаем. Руся покажет, где желится. Ну, разберемся, в общем. Красота. Ох, оторвемся, ребят, мне кажется. Нормально. Погода огонь. Вон. И там окунь, да, Русь, да? Кидай на лед тепло, ничего не будет ему. 5-7 минут, ничего ему не будет. Я просто не знаю, вот как окуня, он опять тащит. Все, ребят, пошел рыбалить. Тоже окунь. Пробуй, без мотылку. Так, что тут у нас, ребята? Так, тут немножко подарков. Прикормку 3 пачки взял. Леска у меня, ребят, 0,01. Под свои условия. Потому что тут батоны бывают мощные. 300 грамм. Плотва. Руся пошел искать. Руся, это что, понятно? Нам живца сейчас поймать главное. Главное с первого заброса не поймать, ребят. Лед огромный, больше метра. О. Так, ну, носорога. Походу с первого заброса, ребят, это окунь, наверное, скорее всего. Не знаю, окунь-то в принципе тоже, Руся говорит, можно ставить. Отдай. Этот, наверное, злодей тут везде. Ну, живцовый, конечно, но как на крючке он будет висеть. Если через тройник, то понятное дело. А вот через жабры, блин, окунь, зараза. Ну, конечно, хорошо, конечно, что он здесь везде, да, без проблем приехал, наловил. Носорога, где? Да. Ну, поищем, что, поищем рыбку, ребятки. Охота и сорожку хорошенькую половить. Сорта. Мелкий окунь. Мне кажется, тут можно и без опарыша лупить. Ну, это окунь бьет, что, сходу.
Да ё-моё, блин. Ну-ка, ребят, без опарыша. Попробуем без опарыша. Что будет без опарыша? Без опарыша клюет, короче. Ну, без мотылка, в принципе, что дядька делает. Такие вот мормышки. Угостил меня. Попробуй, говорит. Ну, здесь, правда, видите, нету никакого шарика, никакого кубика там. Просто. Ну, на севере, ребят, мне кажется, тут разницы нету. Шарик у тебя, кубик. Долбят как из пулемета. Тут, наверное, их тонну, блин. Этого мелкого. Короче, клюет по хрену. Ну чё? Смотри, что делает. Тум. Ударяет. Опа. Фига. Аж фрикцион. Чуть покрупнее просто. Дядька. Чуть покрупнее дядька. Короче, даже и наживка не нужна. Ну, покрупнее надо искать. Такие средние пошли. Я не знаю, на окуня ставить, конечно, хреново, блин, на носорогу. Жара, конечно, да. В любой лунке клюет. Олег просто здесь сорогу поймал, когда приехал. Я почему туда сидел. Подбивоны есть, но толканевые подбивоны, ребятки. С мясом поактивнее, конечно, кидается, но все равно. Ну да, клюет. Руся будет, ищет. Так, ладно, интересно. Ну, можно, короче, качать его. Давайте попробуем на блесну. Чисто ради эксперимента. Так. Где моя блесенка? Моя местная. Моя. Которая ловит у меня. Если такая пьянка, как говорится, не надо ничего насаживать. Зачем мы что-то будем насаживать, правильно? Так, тут леска 0,14 у меня уже. Чуть побольше, потолще. Можно уже тут на каких-нибудь посерьезней ребяток
Угу. Ох. На блесну, короче, вообще кабаны. На блесну прям кабаны пошли. Угу. Подбивон. Ну, блесну, смотрите, не так прям активно, как на мормышку-то. Мормышка маленькая. Угу. Подбивон. Угу. Ну, мелкий. На носорогу. На носорожку, ребята. Этот окунь заполнил. Что там, что, Олег? Подъязок? Головля здесь нету. Ну и изи клюют. Вообще класс. Так, ну может блесенка здесь моя и не будет работать. Ну, подбивончики есть, да, ну ладно. Да я не знаю, надо сорогу. Ну, Руся говорит, что ловится, да, ну. Ну, поставим, да. Средних выберем. Посмотрим, как поживут они. Так, ладно, я сейчас побегаю по лункам, ребят. Все-таки попробую. Тогда, да, у меня уже, наверное, штук вон с десяток, блин. Она вообще неудобная. Она складывает после каждого похода. Да. Жалко выкидывать. На деревенскую лунку сяду. Может, тут сороги. Ну что, половили? Да. Пойдем окунем потягаем. Че, пойдем потягаем? Прям нашел? О. Да? Да. Класс. Что будет ставить? Погнали, потягаем. Руся нашел окуней. Кстати, пару жерлиц там поставьте, там у меня щука тогда на блесну хватало. Руся нашел, походу, окуней крупных. Ребята. Мормышка не успевает, должна залететь. Серьезно? А я тогда зимой, мы туда поехал тоже. Там такая мутинка хорошая. Ребят, что творится, не знаю. А мутинка, говорит, хорошая. Окунь, говорит, не дает спустить. Окуня потягаем, потягаем. Кого? Но он тут везде долбит, что. А там сейчас у на мотуке будет только так. О! О! А, ну него, не знаю. Там и глубина хоть поменьше, тут глубоко. Погнали, половим. Ну, Руся знает озеро, что.
Там, слушай, там ну, и подо льдом, и с толщи воды, и со дна. А размер что, хороший? Пойдет? Ялочка пойдет. Для вялочки, да, пойдет. Понял? Поехали. Чума, ребята. Просто чума. Не знаю, смотрите, сколько окуней. Окуни хорошие. О, моя ладоха. О, какие мерные окуни. Они такие светлые были, потом потемнели. О, класс. Так, ладно, что? Надо жерлицы поставить. Окуня мелкого наловили. Будем сейчас тыкать. Там будем ездить и окуня смотреть и тыкать, короче. Шляк только маловатый. 150 сейчас возьмем. И забубеним.